Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Анна. В нашей стране нет промышленных предприятий, нет заводов, фабрик. У нас экологически чистая страна. Мы декларируем, что Абхазия экологически безопасна. Мы гордимся тем, что у нас нетронутая в первозданном виде природа. Все это богатство, конечно, надо сохранять и беречь. Удается ли нам это? Ну, для начала, вот, чтобы ответить на такой вопрос, я бы задал такой вопрос, больше риторический: что такое экология, что такое экологическая безопасность и благополучие. Если выбрать из всех определений самое простое, то экология — это наука о взаимоотношении всех элементов нашего окружающего мира между собой и взаимном влиянии друг на друга. И Абхазия с этой точки зрения, она не уникальна и не исключение от общемировых правил. И в Абхазии наблюдаются все те же экологические проблемы, что характерны для любого уголка земного шара. Но если акцентироваться именно на наших местных особенностях, проблемах, я бы выделил, наверное, следующие направления, которые для нас наиболее актуальны. Ну, в первую очередь, это проблема мусора. Другой аспект — это сохранение сред окружающих, таких как почва, вода, воздух, сохранение биоразнообразия, защита биологических ресурсов, защита лесов и растений от нашествия инвазивных вредителей. И самый главный, наверное, аспект — это экологическое просвещение. И если даже вот крупными такими штрихами мы отметили вот такой перечень проблем, в каждом из них есть как успехи, так и недочеты, и они друг друга дополняют, взаимосвязаны между собой, одни вытекают из других. И мы можем сделать такой вывод, что экологическое благополучие и экологическая безопасность Абхазии — это небольшой миф, потому что есть целый ряд серьезных проблем, которые не позволяют согласиться с таким утверждением. Ну, сейчас вы убьете туроператоров, потому что, когда говорят или зазывают к нам туриста, наши туроператоры говорят: у нас экологически чистая зона, экологическая безопасность, и поэтому вы можете наслаждаться чистой природой у нас в Абхазии. Ну, как известно, все познается в сравнении. Если мы будем сравнивать Абхазию с крупными промышленными зонами, в которых есть вредные производства, активная добыча полезных ископаемых, загрязнение природных сред, то да, конечно, в сравнении с ними Абхазия значительно отличается от них по разным параметрам. Но если мы подойдем с научной точки зрения и возьмем нечто эталонное, то мы увидим, что объективно по многим вопросам работа в области обеспечения экологической безопасности и благополучия у нас ведется на недостаточном уровне. Михаил, вообще есть на планете страны, у которых абсолютно чистая экологическая безопасная зона? Ну, понятно, что идеалов нет, но есть приближенные, во всяком случае, к таким параметрам страны. Это высокоразвитые европейские страны, в которых качество, например, воздуха многократно лучше даже, чем у нас. Несмотря на то, что у них могут быть мусоросжигающие заводы в центре города, при этом абсолютно нулевые выбросы и количество, например, вредных веществ в воздухе, оно несравненно меньше, чем в наших городах. То есть, если нетронутая природа, это не факт, что экологически безопасная зона. Для этого тоже нужны финансовые вложения для того, чтобы поддерживать чистую экологию. Конечно, даже Абхазия без явных промышленных каких-то зон вносит свой вклад в изменение окружающей среды. Все мы знаем вот эту проблему, набившую оскомину, проблему мусора. Если мы заглянем, скажем так, немножко в сторону от центральной дороги, пройдемся по пустырям, вдоль русел некоторых рек, мы увидим огромное количество пластикового мусора, полиэтилена, который
висит на деревьях и порой в большем количестве, чем зеленая растительность. И это проблемы, источником которых является в первую очередь человек, мы с вами. Относительно есть вина человека, который выбрасывает мусор не там, где положено. И не задумывается, кто-то уберет. Но есть, наверное, то, что не зависит от человека, например, отсутствие мусорных полигонов. Ну, в условиях Абхазии наиболее предпочтительным методом, скажем так, утилизации или обращения с отходами является, конечно же, строительство полигонов. В Абхазии на сегодня отсутствует полигон в истинном понимании этого слова. Полигон — это не просто место, где спецтехника подъехала и складирует мусор. Это специально подготовленная территория, на которой проводится целый комплекс защитных мероприятий по подготовке самой территории для безопасного размещения отходов, для компактного размещения отходов, чтобы эти отходы под воздействием окружающей среды не разрушались до опасных веществ и дальше не проникали в почву и воду. Мало кто задумывается, но даже в Абхазии огромное количество таких веществ, таких элементов питания, как батарейки, ртутные лампы. В достаточно большом количестве люди просто после использования, они оказываются на свалке, и с течением времени, рано или поздно, эти батарейки, разлагаясь до опасных веществ, таких как тяжелые металлы, ртуть, кадмий, свинец, никель, и все эти вещества попадают в почву, отравляют ее. Дальше они могут проникать в воду и отравлять водные объекты. То есть в этих аспектах нужно управление. И здесь очень важна роль каждого гражданина в понимании ответственности за сохранение природы именно в этом аспекте. Что мы, граждане Абхазии, можем для этого сделать? Как-то сортировать, что ли, мусор, и куда мы можем утилизовать, например, те же батарейки? Самый простой способ, конечно же, это хотя бы не выбрасывать эти батарейки и элементы с содержанием тяжелых металлов. Потому что у нас отсутствует какой-то завод по сортировке или складированию этих веществ. И простое выбрасывание, как бытовой мусор, этих веществ недопустимо. В идеале, конечно, создание каких-то центров по сбору батареек, например. Это общемировая практика. В местах массового скопления людей, в школах, в магазинах, в супермаркетах устанавливаются специальные контейнеры, куда человек может принести использованные батарейки, далее они складируются, вывозятся на переработку и так далее. У нас эта работа, к сожалению, пока либо не ведется, либо есть какие-то незначительные общественные инициативы. Кстати, вот в Израиле я видела этих два контейнера, где отдельно собирали пластиковые бутылки, отдельно бытовые отходы. Вообще практика сортировки, она необходима, если мы планируем в дальнейшем пытаться хотя бы переработать тот мусор, который позволяет вторичную переработку. Если мы посмотрим на наши сегодняшние реалии, у нас есть одна большая свалка в Галском районе, куда свозится весь мусор. И по большому счету те контейнеры, которые его перевозят, они перевозят воздух. Потому что весь этот мусор достаточно объемный, но при этом он очень мало весит. И если бы хотя бы этот мусор, скажем так, утрамбовывался или прессовался, то мы могли бы снизить территории, которые мы занимаем под размещение отходов, мы бы снизили транспортные издержки по перевозке этого мусора. То есть много вопросов, которые требуют решения. Нельзя простым вот таким решением, росчерком, что просто вывозить на какую-то территорию мусор без предварительной подготовки. Это не решение проблемы. Это сложно проводить предварительную подготовку, прессовать мусор? На самом деле нет. То есть любое решение при наличии желания и возможностей можно реализовать. И здесь важен именно государственный подход к этому вопросу, потому что это не частная инициатива, это должно быть, скажем так, периметром ответственности именно государства.
Сейчас мы беспечны. Мы надеемся на нашу природу, на экологически чистую зону, или, может, мы себя успокаиваем. Но через какое-то время, возможно, мы получим какие-то последствия, по крайней мере, будущее поколение. Какое может быть последствие от того, что у нас сейчас элементарно нет мусорного полигона, не сортируем мусор или выбрасываем мусор там, где попало? Ну, на самом деле вопрос мусора, он очень важный, он на виду. Мы все его видим, но, возможно, он будет не самый серьезный из последствий, которые мы оказываем на окружающую среду. Есть целый перечень процессов негативных, в которых задействован человек, и все вместе они, конечно же, оказывают и окажут в будущем еще больше негативный эффект. В части мусора, как я уже сказал, это попадание опасных токсичных веществ, отравление почвы. Просто для сравнения, одна выброшенная батарейка, возможно, загрязнит 20 квадратных метров земли. Если мы проведем простую калькуляцию о количестве этих батареек, используемых ежегодно в Абхазии, выбрасываемых на обычные свалки, мы можем представить себе масштабы загрязнения. То же касается и отработанного машинного масла, которое в очень больших количествах тоже его необходимо утилизировать. Но у нас отсутствуют специализированные места, где это можно делать. То есть хотя бы именно в области токсичных таких элементов, отходов мы должны предпринимать какие-то шаги. Если мы пока не готовы к сортировке мусора, к переработке, хотя бы блок именно с опасными элементами, мы должны сконцентрироваться на этом, чтобы предотвратить хотя бы их попадание в окружающую среду. Что касается других аспектов негативного воздействия, все мы говорим о безопасном сельском хозяйстве. Мы говорим о экологически чистых продуктах, фруктах, овощах и так далее. Но если опять проанализировать, как у нас происходит процесс, скажем так, химических обработок сельскохозяйственных культур и так далее, мы можем сделать вывод, что используется огромное количество пестицидов, инсектицидов, которым в конечном счете также попадают в почву, возможно, оказывают отравляющее действие на окружающую среду, накапливаются в продуктах питания, и так или иначе мы являемся потребителями этой культуры. Поэтому даже в этом аспекте необходимо вести работу с населением по просвещению, потому что не все понимают действительные риски, например, связанные с использованием пестицидов. Почему мы используем пестициды? Для того, чтобы получить хороший урожай? На сегодня вообще химические методы борьбы и контроля вредителей являются самыми действенными. То есть химический метод контроля позволяет, наверное, 90% проявить свою эффективность, в отличие от других методов. И это, скажем так, испробованный метод и с советских времен, и мы его продолжаем использовать. И, конечно, в мире сейчас существуют другие подходы по интегрированной защите растений, например, которые предполагают использование нехимических методов контроля. Они более дорогие, они более технологичные и сложны в использовании. Но при этом в этом случае мы можем говорить о действительно экологически чистой продукции. На сегодня то, что мы опять декларируем как экопроизводство, оно лишь отчасти таковым является. Понятно, у нас не экстенсивное сельское хозяйство, но даже тот объем пестицидов, который по предварительным подсчетам составляет примерно, скажем так, несколько десятков тысяч литров ежегодно используется в Абхазии инсектицидов. Рано или поздно какое-то количество из них попадает либо в почву, в воду, либо накапливается в самих продуктах. Наши предки ведь не использовали химические удобрения. Почему мы не можем брать с них пример? Сейчас весь мир сталкивается с проблемами повышения урожайности, с нашествием определенного аспекта вредителей сельскохозяйственных культур. И, естественно, человечество вынуждено как-то отвечать на эти вызовы. И, как я уже сказал, что химический метод, он является наиболее действенным, но при этом он несет в себе определенные риски.
Я знаю, вы любитель гор. В последнее время мы слышим и видим, как исчезают некоторые виды растений. Причиной может быть изменение климата, либо это соответствует законам природы, какой-то цикличности, а может быть это причина или последствия вмешательства человека в естественную среду природы. Вы наблюдаете за такими изменениями флоры экосистемы Абхазии? Вот чтобы ответить на этот вопрос, можно провести такой небольшой экскурс в этой тематике и сказать о том, что Абхазия является уникальной территорией по количеству эндемичных видов растений, реликтовых видов растений. Общее количество растений, которые произрастают в Абхазии, более 2000. Из них порядка 500 являются эндемиками Кавказа, то есть они не встречаются за пределами Кавказа. И более 150, по-моему, являются эндемиками именно Абхазии, то есть их ареал произрастания ограничен порой несколькими квадратными метрами. Представляете себе, что нигде в мире эти растения могут не встречаться. И поэтому многие из них подлежат охране. Запрещен сбор некоторых лекарственных, декоративных вот этих растений. Но, к сожалению, туристический, скажем так, туристический эффект, который мы можем наблюдать после похода в горы, многие люди любят собирать эти цветы, все мы потом это видим в соцсетях, огромные букеты, и порой среди них встречаются редкие, исчезающие, нуждающиеся в охране виды. И, конечно, здесь в первую очередь проблема именно экологического просвещения, потому что люди зачастую могут просто не знать о том, что они срывают, что это действительно редкие виды. И первостепенная проблема, она, конечно же, это человеческий фактор. То есть под воздействием деятельности человека природные места произрастания тех или иных растений видоизменяются, разрушаются, и виды становятся либо исчезающими, либо исчезают вообще, их ареал сокращается. И здесь важна, опять-таки, роль государства в проведении просветительских мероприятий, в организации особо охраняемых природных территорий. Все мы знаем, что у нас несколько национальных парков, и эта работа, она должна, как сказать, продолжаться, и более интенсивно мы должны информировать людей, наше население, наших гостей, которые к нам приезжают, о том, что в Абхазии уникальная флора, и мы обязаны ее сохранять. В последнее время Ауатхара стала популярным местом для отдыха даже для нас, для местных, для наших горожан, для жителей Абхазии, скажем. И один известный политик в Абхазии недавно мне говорит, что Ауатхара превращается в село, что понастроили дома, и что это уже не то, что было еще пару десятков лет назад. Я понимаю, что вы работаете в Институте экологии, не занимаются решением таких проблем, кто где застроил, не вы даете разрешение, не вы можете противостоять им. Но вы как-то можете, чтобы вы были услышаны, что этого нельзя делать, или это можно делать, вот у подножия гор понастроить домики, и причем как попало, кому как по вкусу. Ну, здесь вопрос такой достаточно сложный. Если мы берем территорию национального парка, то в национальных парках есть зоны, в которых любая хозяйственная деятельность запрещена. То есть это защитный механизм для сохранения флоры, фауны региона. Но есть выделенные зоны под хозяйственную деятельность. Все мы знаем озеро Рица и прекрасно видим, что вокруг есть определенная инфраструктура, которая также оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Это различные кафе, рестораны и так далее, у которых есть определенный объем производства мусора, сточных вод и так далее. Понятное дело, что эта зона тоже регулирования, и здесь нужен подход, в первую очередь, который бы позволил сохранить первозданный вид природы.
Ну, мое личное мнение, что масштабное строительство в национальном парке, оно недопустимо. И эти зоны должны стать заповедными для сохранения, для будущих поколений этих мест, потому что они уникальны. О вредителях растений вы знаете все или почти все, потому как этим направлением занимаетесь профессионально и изучаете эту тему. Пальмовые долгоносики, мраморный клоп, американская бабочка, огневка, которая уничтожила практически абхазский самши, и другие бактерии, которые наносят большой вред нашей флоре. Как они попадают в Абхазию? Действительно, за последние, скажем, десятилетия Абхазия столкнулась с небывалым прессом нашествия инвазивных чужеродных организмов, которые оказывают существенное негативное воздействие на нашу окружающую среду, на нашу действительность. Мы столкнулись с очень опасными вредителями декоративных, лесных культур, сельскохозяйственных культур. И причина чаще всего в этих проблемах заключена в том, что Абхазия, как и любая другая страна, становится более открытая. Мы становимся открытыми для грузов, товаров, перевозок. На сопредельных территориях мы можем наблюдать те же процессы, и те вредители, которые проникают на новые территории, приграничные к нам, для них не существует административных государственных границ, они могут спокойно перемещаться и далее. То есть те природные барьеры, которые существовали раньше, сейчас они не существуют. И мы можем увидеть на территории Абхазии вредителей из Юго-Восточной Азии, из Южной Америки, из любого другого уголка земного шара. И если наш климат и наши природные условия оказываются подходящими для этих вредителей, то без отсутствия естественных врагов они чувствуют себя здесь лучше, чем у себя на родине. И поэтому они дают огромные вспышки по численности, уничтожают те растения, на которых они специализируются. В качестве примера, о котором наверняка все слышали, самшитовая огневка, которая уничтожила практически весь самшит колхидский в местах его естественного произрастания. Это касается не только Абхазии, а я говорю о всем ареале его произрастания, от Абхазии до Ирана. Это говорит о том, что нашествие инвазивного вредителя без адекватной оценки и ответа со стороны государства может привести к потере целого вида растений или группы видов растений. И мы, конечно же, должны адекватно готовиться к таким нашествиям этих вредителей, готовить меры борьбы, профилактики. Среди прочих является самым, наверное, действенным какие-то административные меры, это меры фитосанитарного контроля. И то, что в Абхазию проникли эти вредители, демонстрирует, что те защитные механизмы, которые у нас существуют, они не сработали. И здесь есть повод задуматься о том, чтобы пересмотреть подходы, которые мы используем. Например, основной проблемой при распространении инвазивных вредителей является посадочный материал. То есть, завозя декоративное растение из дальней страны, экзотической, мы можем завести вместе с ним комплекс вредителей, которые живут в этом растении, паразитируют на нем. А кто имеет право завозить к нам растения, и имеет ли к этому отношение институт, ваш институт или другие институты, которые могут на начальной стадии проверять, прежде чем завезут нам эти растения? Есть специальные карантинные службы и механизмы, которые должны проверять на наличие тех или иных вредителей. Должен быть и готовиться список карантинных вредителей, на которые проверяются растения и ввоз которых в Абхазию запрещен. Но, как показывает практика, то, что мы наблюдаем сегодня, что в центре города Сухум, в середине нашей страны, распространяется вредитель такой, как южноамериканская пальмовая огневка, то есть пальмовый мотылек, говорит о том, что эти механизмы не сработали. Раз он попал в Сухум, минуя все границы, минуя какие-то административные барьеры, значит, эти механизмы неэффективны.
И, возможно, на некотором этапе, возможно, ограниченном во времени, есть смысл вообще запрета на завоз растений высокой группы риска для нас. Все мы знаем, что Абхазия на протяжении последних, наверное, 100 лет, а может и больше, активно озеленялась. Ее побережье превращалось в подобие некой такой черноморской ривьеры. Сюда завозилось много тропических декоративных растений. И сейчас при проведении работ по завозу этих растений мы можем потерять эту, скажем так, интродуцированную флору, потому что те вредители, они оказываются просто беспощадны к ней. Возможно ли возродить абхазский самшит? Работы по возрождению самшита, они ведутся. У нас есть Абхазская научная лесная опытная станция, на которой создан питомник при поддержке продовольственной сельскохозяйственной организации ООН. В дальнейшем этот питомник будет самостоятельно, при поддержке уже, надеюсь, государства, проводить работы по лесовосстановлению, содействию естественному восстановлению самшита. Но это вопрос на многие десятилетия, потому что это медленно растущие растения, которые не дадут высокую, скажем так, поросль или полноценный лес за 10 лет. Но это тот подход, который позволяет сохранить самшит как вид. У нас и без добычи нефти, я понимаю, очень много других экологических проблем. Возможно ли сохранить экосистему Абхазии и в то же время добывать нефть как источник дохода для экономического роста, для экономического развития? Политики об этом говорят много, обсуждают все, буквально во всех социальных сетях, начиная от домохозяек и, я не знаю, заканчивая крестьянином, потому что политики настаивают на том, что некоторая часть политиков говорят о том, что если мы хотим быстрого скачка в экономике, у нас нет других источников дохода. Если мы хотим сегодня жить качественно, а не там через 200 лет, когда какая-то программа заработает, то надо сейчас уже решать, добывать нам нефть или нет. Но я так понимаю, что все хотят, естественно, деньги, никто не против денег, и никто не выступает против экономического развития, но в то же время как же сохранить нашу экосистему и как минимизировать эти риски? Как вы думаете? Ну, мое мнение вообще касательно любого промышленного крупного производства, оно не зависит от того, что это за производство. Первостепенно во главе угла должна стоять именно экологическая безопасность, экологическое благополучие. Если при реализации того или иного проекта эти меры будут соблюдаться, если экологические риски оправданно минимизированы, и мы действительно можем с уверенностью говорить о том, что негативных последствий от той или иной деятельности не будет, то такая деятельность, на мой взгляд, допустима. Но опять-таки нет смысла ограничиваться и персонализировать, что именно вот вопрос добычи нефти или производства чего-то, в любой вопрос по крупномасштабному производству, добыче чего-либо, все эти вопросы должны проходить именно жесткий экологический контроль. И только если он соответствует, и этот контроль показывает, что это производство оказывается безопасным, то только в том случае можно приступать к каким-то экономическим расчетам. То есть до экономического расчета должен быть экологический расчет. Это касается не только добычи нефти, а даже добычи питьевой воды. То есть в любом аспекте мы должны руководствоваться первоочередно именно экологической приоритетностью, экологической безопасностью. По поводу воды вы сказали, что у нас экологически чистая вода. Вы проверяете наши воды? У нас есть целый центр экологического мониторинга, который занимается контролем качества питьевой воды, которую добывают в скважинах и так далее.
И если мы коснемся этого вопроса, мы можем сказать, что Абхазия является, возможно, лидирующей страной по количеству чистой пресной питьевой воды в пересчете на душу населения. И это то богатство, которое мы должны сохранять, и потому что ценность его достаточно высока сегодня в мире. И я считаю, что Абхазия может стать как раз-таки таким бальнеологическим курортом, который богат именно своими природными ресурсами. Но опять-таки даже в этом аспекте приоритет должен отдаваться именно экологической безопасности. Многие говорят о том, что Абхазия должна стать полноценной туристической страной, но немногие задумываются, готовы ли мы к этому наплыву, этому потоку туристов, какой они эффект окажут на нашу окружающую действительность, потому что антропогенный пресс возрастет многократно, и наша природа уже может не справляться с теми вызовами, которые ее ожидают. То же самое вопрос по сельскому хозяйству. Многие говорят, что Абхазия должна производить огромное количество безопасной экологической продукции или пищевой продукции, но современные экологические производства, они не крупные. То есть любое крупное производство требует каких-то интенсивных мер сельского хозяйства. Опять-таки использование пестицидов, каких-то технологий, которые... Главное количество, а не качество. Да, в которых количество будет преобладать, а не качество. Поэтому везде нужен баланс. И в любом вопросе, когда мы подходим к каким-то предложениям, которые поступают в Абхазию по организации того или иного вида деятельности, на мой взгляд, первоочередно должен стоять именно вопрос экологической безопасности. Какие исследования вы проводите в Институте экологии? Какие у вас для этого возможности? Институт экологии — это достаточно молодой институт. У нас в Абхазии много академических институтов, но вот наш создан в 2012 году, и он занимается прикладными, фундаментальными исследованиями в области экологии. Это вопросы по биологическому разнообразию, это вопросы по климату, это вопросы сохранения биоресурсов, это вопросы по изучению геофизических параметров среды. То есть это огромный перечень мероприятий, вопросов по изучению нашей экосистемы, влиянию человека на нее. Какими возможностями обладает институт? Сегодня мы все знаем наше положение, что наука, она не является приоритетной скажем так, приоритетной целью. Хотя, на мой взгляд, успешное государство построить без науки невозможно. Если мы будем опираться исключительно на какие-то экономические показатели, то добиться чего-то более серьезного и устойчивого мы не сможем. Важная задача, на мой взгляд, опять-таки, это не только увеличение благосостояния, но и улучшение качества окружающей среды или хотя бы сохранение ее на сегодняшнем уровне. Ведь смысл нашего существования заключается не просто в биологическом выживании, а в том, что мы сможем сохранить наш уклад жизни, что мы сможем сохранить то качество окружающей среды, в которой мы живем. Поэтому во всех этих вопросах влияние науки, на мой взгляд, оно должно быть решающим. Не всегда простые люди понимают значение науки. О хлебе насущном поговорить сейчас или решить сейчас проблему важнее, чем наука. Наука подождет до лучших времен. Вот вы молодой человек, занимаетесь наукой, интересуетесь наукой. Как вы к этому привязались? Наверное, для себя я решил, что буду заниматься именно экологией, биологией еще в школе. На мой выбор оказала влияние именно школа, педагогия. Мне всегда были интересны естественные науки. Все, что связано с какими-то элементами природы. Я поступил в Абхазский госуниверситет, закончил специальность, начал работать по специальности и никогда об этом в принципе не жалел. Считаю это очень интересным и увлекательным, но
Сегодня мы сталкиваемся, конечно же, с очень большой серьезной проблемой нехватки кадров, потому что заинтересовать людей материально, заниматься наукой практически невозможно. Это должен быть действительно порыв души, чтобы заниматься таким делом. Насколько это интересно, тоже судить достаточно сложно. Ну, вас же заинтересовала наука, а что вас не интересовали материальные блага? Конечно, если мы возьмем обычную, скажем так, пирамиду потребления, да, то в ее основе всегда лежит какие-то обычные материальные физиологические потребности. Это пища, кров, одежда. Потом с повышением на каждый уровень мы увидим какие-то связи, взаимоотношения между людьми. Наверное, самый последний — это самореализация. И вот я увидел в том, что я могу себя реализовать именно в этом. И считаю, что каждый человек, если он может и хочет себя реализовывать в науке, должен это делать, несмотря на какие-то возможные экономические трудности в этом вопросе. И роль, на мой взгляд, государства в этом вопросе должна заключаться в том, что государство должно повысить уровень науки, повысить ее значимость в принятии каких-то решений, и, возможно, тогда будет другое совершенно отношение к науке. Но самый главный вопрос для достижения этой цели является, и ключевой вопрос является, наверное, образование, потому что без образования, опять-таки, построить успешное государство невозможно. И приоритет государства должен быть именно в том, чтобы сформировать целый пласт высокообразованных людей, которые смогут продвинуть нашу страну, продвинуть экономику, при этом не забывая об экологии. Образованный человек может быть успешным или неуспешным? От чего зависит успех? И потом я немножко хотела бы развить эту тему, потому что когда мы говорим успешный молодой человек, это обязательно такие современные тенденции. Это значит человек, который зарабатывает деньги, у которого есть хорошая машина и, может быть, там другие материальные блага, достаток, хороший дом и так далее. Я не говорю, что это плохо. Это при коммунизме это все было плохо. Сейчас уже времена поменялись. Если у человека есть цель заработать деньги и жить в достатке, это нормально. Но в это же время какие-то акценты, мне кажется, смещаются. В чем, значит, успешный? Если он образован, это имеется, или он хороший специалист в своем деле, пусть это будет, я не знаю, пусть это будет электрик, но он хороший, первоклассный электрик, знает свое дело и занимается профессионально своим делом. Хочу узнать ваше мнение, что значит быть успешным? Ну да, успех на самом деле такое очень абстрактное понятие, что каждый вкладывает в его свой смысл. На мой взгляд, успешный человек — это человек, занимающийся любимым делом. Это человек, который отдает, наверное, всего себя этому делу, делает его с душой. И при этом наверняка он не должен испытывать, скажем так, серьезные проблемы в обеспечении самого себя. Зачастую, конечно, это невозможно. Чаще всего это невозможно. И люди вынуждены работать на нескольких работах. Но у меня есть примеры для меня лично, которые показывают о том, что возможно все. Можно и заниматься любимым делом, и заниматься наукой, и при этом чувствовать себя достаточно комфортно. Вам трудно было найти себя и найти работу, которая вам интересна? К счастью, наверное, нет. И вся моя жизнь после окончания университета, она складывалась достаточно хорошо и с работой, и сейчас с моей основной деятельностью в институте. Поэтому причина этому, на мой взгляд, мне сложно ответить сейчас объективно, почему это произошло. Но я доволен исходом после своего окончания университета, что чем я занимаюсь. Призываю людей заниматься именно тем, к чему они расположены, предрасположены,
не отказываться от этого в пользу каких-то материальных благ, потому что мы не знаем, как повернется жизнь, и лучше всего заниматься любимым делом. Вам сейчас 31 год. Да. Когда вы поступали, выбирая биологический факультет АГУ, все-таки мне интересно знать, что вами двигало, почему это был не юридический факультет. Вы сказали, что в школе вам было интересно, но все-таки вам трудно было выбирать. Иногда на какие-то факультеты поступают молодые люди, потому что там нет конкурса. В вашем случае это совершенно не так, потому что вы хорошо понимаете то, чем вы занимаетесь, и любите свое дело. И все-таки, что сподвигло выбрать биологический факультет? Часто меня спрашивали и в университете, и после, почему я выбрал именно эту специальность. Для многих было вопросом, действительно, почему молодой человек выбирает такую специальность, которая вроде бы не перспективна, вроде бы она не престижна, хотя есть выбор поступить на какие-то более такие значимые профессии, экономиста, юриста и так далее. Ну, для меня выбор был очевиден со школьной скамьи, поэтому, опять-таки, я руководствовался, скажем так, личным интересом. Мне было это всегда интересно, и я, даже когда выбор становился, поступать на какую-то более предметную, скажем так, специальность, которая в будущем обеспечит меня хорошей, может быть, работой, или поступить туда, куда мне интересно, я сделал выбор в пользу последней и, как я уже сказал, не пожалел об этом. Поэтому, ну, скажем так, что это интерес, сформированный еще в школе. Какую школу вы окончили и кто ваш педагог по биологии? Я хочу знать. Я подозреваю, что она прививала вам любовь к предмету. Я закончил вторую Сухумскую школу. Мой педагог по биологии Наталья Ларионовна Корчава, очень замечательный педагог, которая отчасти тоже повлияла на мой выбор. Недавно с 10-летним Луманом мы смотрели фильм, называется «Расправь крылья». Не знаю, смотрели вы этот фильм или нет. О том, как отец и сын пытаются спасти редкий вид гусей. И вот в конце этого фильма звучит такая индийская поговорка: мы получили эту планету в наследство от предков и взаймы у своих детей. Я хотела, чтобы вы прокомментировали. Ну, отчасти я согласен с этим выражением, потому что очень важно, что мы оставим после себя нашим потомкам, какую окружающую среду мы оставим. Сейчас мы можем пойти по пути всяческого использования тех природных ресурсов, которые у нас есть. Мы можем срубить весь лес, продать его, выловить всю рыбу в акватории, выкачать всю питьевую воду, при этом разбогатев. Но что останется вокруг и какой смысл этого всего? Если окружающая среда изменится, даже ни за какие деньги мы не сможем ее возобновить. Поэтому, как и в других вопросах, в этом вопросе очень важен баланс именно вот экологической и экономической составляющей всегда. То есть если мы будем подходить к решению всех вопросов с этой точки зрения, многие вопросы отпадут сами собой. Мы будем понимать, что те экономические выгоды, которые нам сулит то или иное действие, возможно, не покроют потери в области экологии. У нас традиция: в конце нашей передачи я задаю герою программы 5 коротких вопросов и получаю такие же короткие ответы. Вы готовы? Готов. Начнем. Какое научное открытие вы хотели бы совершить? Ну, коротко ответить очень сложно. На самом деле, получение любого нового знания, оно несравнимо, наверное, ни с чем другим. И человек, который хоть раз совершает какое-то открытие, неважно какого оно масштаба, он будет стремиться совершать его вновь и вновь. Поэтому, мне кажется, вообще любое открытие, оно ценно само по себе. Каким открытием вы восхищаетесь? Мне сложно выбрать что-то одно. На самом деле биологическая наука полна таких открытий. Это в области медицины, в области каких-то клеточных структур, двухцепочечной ДНК и так далее. То есть все эти открытия, а особенно если мы проанализируем то время, в которое они совершались,
без соответствующей какой-то современной техники, то они поражают воображение. Самое красивое место в Абхазии, на ваш взгляд? Я не могу сказать, что я был во многих местах, чтобы выбрать какое-то одно, но я вообще восхищаюсь горами, и поэтому нахождение именно в горах для меня является лучшим отдыхом, и я считаю, что это вот такая уникальная наша экосистема, именно горная, и вообще вот наши горы прекрасны. Какое блюдо вы хорошо умеете готовить? Я вообще люблю готовить, и особенно в карантин занялся, скажем так, более подробно этим вопросом. Оценить, насколько я его хорошо готовлю, конечно, это будет немножко необъективно с моей стороны, поэтому я скажу, что вообще процесс готовки приносит мне определенное удовольствие. То есть Название блюда? в этом году для меня открытием было приготовление хлеба. То есть приготовить полноценный хлеб — это очень интересный, увлекательный процесс. Вы приготовили хлеб? Да, я испек обычный хлеб. Кто пробовал? Э, Давал оценку? Я думаю, мы вырежем этот вопрос. А я думаю, что нет. Книгу или произведение, которую вы перечитали не раз? Вообще редко что-то перечитываю. Стараюсь читать один раз, и на моей памяти я не могу вспомнить, чтобы я что-то перечитывал дважды. Если мне интересна книга, я ее стараюсь понять с первого раза. Ну тогда я перефразирую вопрос. Какая книга вас впечатлила? Одна из последних прочитанных книг это Кадзуо Исигуро «Погребенный великан». Вы мне рекомендуете прочесть? Да. Если бы вы отправляли письмо для будущего поколения, например, в 2222 год, что бы вы им написали? Ну, оптимистично. Оптимистично вообще подход, писать письма в будущее. Этот год показал для нас, что все вокруг очень неустойчиво и быстро меняется. И мне хотелось бы верить, что в будущем наша страна станет более успешной, более процветающей, при этом сохранит какие-то важные для нашей страны вещи, наш уклад жизни, и качество нашей среды окружающей будет только улучшаться. Возможно, я поинтересовался бы о том, насколько мы сумели решить те экологические проблемы, которые перед нами стоят сегодня. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам, Анна.